Когда-то, по легенде, некий мужчина еще много лет назад бросил здесь пакет мусора. С тех пор выросли вот такие мусорные горы. Конечно, что это свалка, догадаться несложно. Здесь и запах, и мусор, все как надо. Но экологи говорят, что сюда больше жители всего Назранского района мусор не вывозят. Совсем скоро свалку несанкционированную ликвидируют. С одной стороны горы и красивые виды, с другой те же горы, только из различных отходов. Разбросан здесь мусор на 10 гектарах. Нелегальные свалки или полигоны из отходов – проблема не сегодняшнего дня. Бесконечные работы, призывы не бросать мусор куда попало, видимо, не действуют. Надо что-то предпринять. Что-то предпринять уже давно пора. Но пока одни думают, за эту проблему решил взяться глава государства. В рамках национального проекта «Экология» будет выделена финансовая помощь для ликвидации стихийных свалок, которые не только портят жизнь тем, кому приходится дышать здесь воздухом, но и наносят вред экологическому состоянию природы, почвы и земли. Ликвидация предусматривает сбор и вывоз всех отходов, которые здесь размещены. Будем вывозить все загрязнения, в том числе там разрабатывался проект, который прошел государственную экологическую экспертизу. Мы установили, насколько вглубь ушли вот эти загрязнения. В результате дождей, там, вот все загрязнения, они же попадают уже в подземные воды. Вот это все мы установили, вот это все мы соберем, вывезем в ФСП Нестеровское. Здесь проведут техническую и биологическую рекультивацию. Местная администрация своими силами пытается решить этот вопрос. Поставили даже ответственных лиц, которые дежурят и контролируют вывоз мусора жителями Назрановского района. Только за один день сюда пытаются заехать десятки машин. План мероприятий уже дал эндели. Я доехал уж паркиан болбуш дуахшдытхо. Табличка хамят Знаха у халык алх таблички жуах, да хаш дуаш мостат свалка закрыта полностью халтия. На днях около непосредственно с подрядной организации Хаюч. Кто будет проводить работы, срок окончания, начало окончания из таблички Систематически выезжаем, проверяем, как администрация содержит эту территорию. Если выявляем нарушения, то сразу сообщаем администрации, и администрация их в спешном порядке устраняет. И так, как мы видим на сегодняшний день, территория зачищена, подъездные пути чистые. Но, скажем так, для свалки, которая не эксплуатируется, но она в таком хорошем состоянии на сегодняшний день, имеется в виду, что не загажены окрестности. Эту свалку уже скоро приведут в порядок, вывезут весь мусор, в планах даже обустроить здесь парк, высадить деревья и цветы. Еще одна несанкционированная свалка, которая попала под национальный проект «Экология», находится в сельском поселении Нестеровское. Тяжело поверить, что это несанкционированная свалка, ведь мусора здесь нет. Но экологи поясняют, он находится под землей. Совсем недавно на этом участке произошло возгорание, и пришлось засыпать весь мусор грунтом. Вы еще видите, что здесь остается задымление. Еще хуже, весь мусор под землей. Расположился он на 8 гектарах. Этой свалке больше 30 лет. Недалеко здесь находится карьер для добычи полезных ископаемых. Уже скоро, как отмечают экологи, здесь тоже начнется ликвидация. В отличие от Назрановской свалки, работы здесь намного больше. Планируем полностью все отходы вместе с грунтом, вместе с загрязнениями, которые есть под отходами. То есть уже полностью все это вывести, собрать отсюда и вывести. Сделаем вертикальную планировку территории, биологическую рекультивацию. Сверху посадим грунт, посадим траву, все будет красиво. В принципе, в дальнейшем администрация сообщила, что будет использовать этот земельный участок для сельхозназначения. То есть свалки вообще здесь не будет. Напоминания свалки здесь не будет, ничего не будет. Словом, и эта, и та свалка останутся только в памяти. Уже скоро сюда приедет техника и начнет работу по ликвидации стихийных свалок, а мы приедем и убедимся в этом лично. Лина Цычоева, Магомед Даскиев, Новости 24.